чеченцев к знакомству и встречам молодых людей особое отношение. Обычно молодежь собиралась у родника, куда девушки ходили за водой. Девушка могла встречаться с парнем в доме соседей, куда ее обычно приглашали по просьбе юноши. Но там обязательно должна присутствовать подруга или соседка. Она могла всегда подтвердить пристойность поведения обоих. Шамиль в пору своего правления запретил всякие мероприятия, свадьбы, вечеринки и даже свидания у родника. Но жизнь продолжалась, и последний запрет, конечно, не соблюдался. Шамиль, узнав об этом, приказал привести к нему из одного села 12 самых авторитетных чеченцев. Среди них был и калека, без обеих рук и ног, бывший воин армии Шамиля Бекбулат. Обращаясь к имаму, он сказал: «Ты никогда не задумывался над тем, почему чеченцы с мешочками толокна за пазухой вот уже несколько поколений воюют с белым царем?» И сам же ответил: «С падишахом воевать — это не война. Настоящая война та, что будет в каждой семье, если наши молодые люди начнут соединяться без любви, необходимой и чистой, как вода того источника, у которого они объясняются. Мы всегда разрешали им там собираться, разрешаем и сегодня. И если завтра запретим, то уже не будем теми чеченцами, с которыми ты и белый царь имеют дело».